Отдельная тема разговора – рост безработицы в регионе. В республике зарегистрирован резкий скачок в 2 раза. С 1,5% в январе до 2,8% в мае. Существенное увеличение отмечено в городах. На тот момент федеральные правила позволяли регистрировать только в момент присутствия в офисе службы занятости. Сейчас это ограничение снято. Любой человек, обладая порталом госуслуг и имея свой или у кого-то попросил гаджет или компьютер, может через портал госуслуг зарегистрироваться на сайте «Работа в России». Поэтому действительно у нас хлынули, особенно с дальних поселков, те, кто никогда не регистрировался. Потому что всегда Международная организация труда, хотя у нас безработица была 1,6, она оценивала в районе 7%. То есть по-статистически они оценивали. Действительно, у нас выявляемость безработицы стала больше. Вторая часть людей, которые безработные, у нас стали регистрироваться, это кто действительно из маленьких сервисных компаний теряют работу. Поэтому город Сыктывкар у нас всегда был второй из городов, второй, как говорится, с конца, это предпоследний по количеству безработных, потому что много было мест сервисных. А сейчас у нас, к сожалению, Сыктывкар вышел на 3-е место по безработице среди городов. И это ситуация именно потому, что у нас маленькие сервисные предприятия на данный момент не работают. И как Наталья Семеновна сказала, мы людей специально призывали, чтобы они хотя бы получили какую-то помощь, если их увольняют, регистрироваться в службах занятости. Для меня крайне важно понять по каждому человеку, это кто. Вот как Наталья Семеновна сказала, люди, которых позвали, да, и сказали, зарегистрируйтесь, потому что хотя бы получать минималку. Либо это люди, которые действительно потеряли бизнес. Ведь что я хочу, зачем это нужно? Во-первых, нужно понять, мы должны выйти с инициативой федеральный центр и сказать, дайте нам денег на переобучение. Это первая история и очень важная. И это нужно делать немедленно, потому что, вы же понимаете, в эту очередь станет вся страна. И кто будет первый, кто будет инициативнее, понятно, у него больше шансов. А нам надо будет людей переучивать. Следовательно, переучивать под что? Нужно создавать рабочие места под эти профессии. То есть надо понять востребованность и занятость. На особом контроле поддержка семей с детьми. В республике увеличили размер пособий для отдельных категорий втрое. Но помимо региональных, семьи получат и федеральные выплаты. С 1 июня, может быть даже раньше, начнутся выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Эти выплаты очень ждут. Они будут начислены сразу с января до июня. Тем, кто на них претендовал, те, кто были малоимущими. Действительно, это очень сильно облегчит финансовую ситуацию этих семей. Хотя мы на свои пособия подняли. Мы свои пособия в Республике Коми кратно до 3 раз увеличили. Но в любом случае граждане очень ждут вот этой помощи, которая от федерального центра. И в основном обращении в связи с этим. Поэтому мы одни из первых, кто будем начислять с 1 июня, тоже будем готовы. У нас базы данных все сформированы, ждем дофинансирования и федерального порядка для того, чтобы эту работу осуществить. Необходимо на местах усилить работу по информированию жителей о существующих мерах поддержки. Это еще одно поручение Владимира Уйба. По его словам, большинство вопросов, с чем обращаются к нему жители, уже решаются на региональном и федеральном уровнях. Однако люди об этом ничего не знают. Этот информпробел необходимо своевременно исключать. Татьяна Супряткина, телеканал Юрган.